Я приветствую всех, кто смотрит нас в Камрате и Кишиневе. 7 часов вечера. Это программа «Цена свободы». Меня зовут Михаил Серкели. Сегодня среда, 27 сентября. И самое время поговорить о важных событиях. Призываю вас поставить лайк под этим видео и подписаться на нас в YouTube и Facebook. И тогда нас станет больше. Делитесь этим видео, отправляйте его своим знакомым и близким. Пусть как можно больше людей, особенно в Гагаузии, услышат правду о том, что происходит в автономии стране, и правду о войне в Украине, которая, несомненно, повлияла и будет влиять на нашу жизнь. Сегодня у нас в гостях бывший депутат Народного собрания Сергей Чернев. С ним мы поговорим о том, как дальше будут выстраиваться отношения между исполкомом Шора и Народным собранием. Во второй части выпуска мы поговорим с финансовым аналитиком Владом Грати о ситуации в экономике и состоянии инфляции в нашей стране. В третьей части выпуска мы поговорим с главой Ассоциации гагаузских сообществ Украины Юрием Демчугло о непрекращающихся обстрелах Южной Бессарабии со стороны российской армии и о том, что приносит русский мир в оккупированные территории. Не переключайтесь, скоро вернемся. Друзья, теперь я предлагаю поговорить о, опять же, политической ситуации в Гагаузии. Исполком утвердили, мы вроде как бы комментировали уже эту ситуацию, но есть очень много недосказанного. И поэтому я предлагаю поговорить об этом с бывшим депутатом Народного собрания от Вулканешт, господином Сергеем Афанасьевичем Черневым, который у нас в студии. Сергей Афанасьевич, приветствую. Здравствуйте. Сергей Афанасьевич, ну вот на прошлой неделе утвердили исполнительный комитет. Целых, ну не знаю, 2 месяца мы наблюдали вот этот вот перетягивание канатов. Вроде как бы появилась надежда, что Шора не допустят. Некоторые депутаты даже предстали такими защитниками интересов Гагаузии. В конечном итоге так быстро взяли и сдали. На самом деле неожиданно для всех. Резко все закончилось. В чем проблема? Проблема в том, как я на предыдущей передаче говорил, Михаил, шли торги между Шором и между господином Константиновым. Угу. Пока эти торги, я сказал, если Народное собрание будет сплоченно и держать одну линию, выиграет Народное собрание. Ну, в лице Народного собрания выиграл только господин Константинов, который практически назначил свой исполком. Ну, с другой стороны, я вам скажу, это он рано радуется. Почему? Потому что этот исполком, я думаю, скоро будет его. Его вы имеете в виду, там будут в основном исполняющие обязанности? Да, будут исполняющие обязанности, потихонечку их начнут снимать. И тут вся задача была у Шора дойти до бюджета Гагаузии. Почему? Потому что 2 месяца он сюда вбухал кучу денег и не мог взять исполком, не мог дойти до бюджета Гагаузии. Вот сейчас он полностью контролирует бюджет Гагаузии. И наш исполком, вот этот, который назначенный псевдоисполком, или как его можно назвать, он никакого отношения к денежным средствам не имеет. Там потихонечку всем руководит господин Верижан, который здесь стоит как смотрящий, и все как бы финансовые документы, все потоки бюджетные идут только через него. Хорошо, а как он может воздействовать в должности простого советника? Ну, он действует на ГУЦУЛ, на кого? Ну, Михаил, мы же говорили, что ГУЦУЛ — это предмет мебели в кабинете Башкана, который, это ширма, которую показывает везде. Руководит всем господин Шор через Верижана из Израиля. В том числе и финансовыми потоками. Задача была первым делом сесть на финансовые потоки, обуздать их, и после этого дестабилизировать через Гагаузию ситуацию в стране. Но нужен сначала бюджет. Ну понятно, давайте вот эту цепочку. Вот сейчас это исполком есть. Вроде там, как бы, если посмотреть, людей Шора нет. Они что? Там люди в основном Константинова. В случае, если, допустим, Константинову, ну, не из-за доброты душевной, допустим, да, не потому что он думает о Гагаузии, не понравится, допустим, что делает Шор с бюджетом. Как бы не в его интересах, допустим, это будет. Этот его исполком не сможет этому препятствовать? Нет. Почему? Ни в коем случае. Вот я вам объяснял. У Шора было 3 задачи на Гагаузии. Первая задача — взять Башкана. Чуть-чуть он тормознулся с исполкомом. Почему? Потому что на носу стоят местные выборы, и он пошел на этот шаг только из-за того, чтобы взять местные выборы сейчас. Чтобы не отвлекаться. Да, чтобы не отвлекаться. И этот исполком — это временный исполком, который он просто назначит здесь. Этот исполком поменяется и поменяется в ближайшее время. И также, я думаю, где-то к Новому году будет распуск Народного собрания. Это задача номер 3, которую определил для себя Шор. И вы хотите сказать, что он все эти задачи попытается решить до конца этого года? До конца этого года он попытается решить все вот эти 3 задачи. Как только он сейчас возьмет примарские выборы, а примарские выборы, если не прекратится финансирование, которое пошло, он имеет очень большой, реально имеет большой шанс, чтобы взять где-то процентов 80-90 примарей по Гагаузии. Хорошо, до примаров мы еще дойдем. А вот вы говорите исполняющего обязанности, а закон это позволяет? Знаете как, сейчас Илюша Узун,
там вот эти, которые стали членами исполкома, пытаются сделать закон, что исполняющий обязанности не может исполняющим обязанности Башкан держать более 2 недель, более 15 дней. Пытается тот закон пройти. Этот закон, Филькина грамота, они его не проведут. Почему? Потому что Башкан его не промульгирует. Вот так. И они останутся с этим же, как бы, исполком останется исполняющим обязанности, но уже другой исполком. Исполком, который придет из Аргеева. И сейчас там что идет у них вот... Вы хотите сказать, что, подождите, то есть они уберут этих людей, которых они сейчас назначили. Процедура исполняющего обязанности, она должна уволить с должности члена исполнительного комитета человека, который занимает эту должность, правильно? Да. И она не должна согласовывать это с Народным собранием, увольнение? Нет. Да. И дальше вы хотите... Она должна согласовывать только председателей районов. Дальше остальных она снимает сама. И отстранение от должности тоже? Да, отстранение от должности тоже. Это без Народного собрания. Только председатель района назначается и снимается согласие Народного собрания. Это остальных она может снимать? Остальных она может снимать всех. И на их места вы хотите сказать, что она может назначить даже людей из Аргеева, которые Ну, знаете, как тут даже на место Оли Метеоглу, по-моему, Саргеева уже поставили человека, управ делами, поставили Саргеева человека. Хотя на это место претендовал и как бы была договоренность между Константиновым и некоторыми членами исполкома, что эту должность будет занимать Толик Кара. Окей. А что, в Народном собрании не могли предвидеть такой сценарий? Ну, знаете, как Народное собрание, я как вам говорил на прошлой передаче, господин Константинов начнет пугать их распуском. И вот он их напугал, а Народное собрание, некоторые вот депутаты, они проходили только через деньги. И в этот раз они еще бы мало заработали, чтобы еще раз пойти на выборы. Хорошо, а вот, скажем, вы говорите, что они сейчас готовят этот законопроект о том, чтобы ограничить исполняющего обязанности до 2 недель. Это кто-то в Народном собрании готовит? Нет, это готовится в исполкоме. Это исполком готовят члены исполкома. Почему? Потому что нынешние, они, да? Да, нынешние. Они понимают, что их ждет. И господин Константинов попытается протащить этот закон. Но без поддержки других. Вот у них сегодня было 20 человек, которые голосовали. 2 минус Петров, Узун минус. Вот у них остается 18 человек. Они никак не смогут пройти вето Башкана. И это может еще и послужить другим основанием для распуска Народного собрания. Если хорошие поработают юристы Шора, найдут зацепку, то они могут распустить Народное собрание. То, что Шор распустит Народное собрание, это сегодня, говорю, 100% гарантия. И сегодня господин Константинов, во-первых, продал Гагаузию, но, во-вторых, и переиграл сам себя. Шор ему этого не простит. Ну, подождите, Шор может распустить следующий повод для распуска Народного собрания, это не утверждение бюджета. Других оснований для распуска нету. То есть тут вы же знаете, два основания. Неутверждение исполкома это преодолели, и неутверждение в течение 45 дней бюджета бюджета Гагаузии. Знаете, я вам скажу другое. При грамотном подходе можно распустить Народное собрание хоть сегодня, хоть завтра. При грамотном подходе, если есть умные люди и хорошие юристы. Не, ну я понимаю, но как бы они же не могут написать новый закон. Михаил, вот поставьте меня сегодня Башканом, и я это Народное собрание просто разгоню. К сожалению или к счастью, я это решаю. Да. Есть выборы, да? Нет, я говорю, что реально они могут распустить Народное собрание, они рассматривают один из вариантов Новый год. Сегодня вот смотрите, никто не хотел голосовать за распуск Народного собрания. Не за распуск, никто не хотел голосовать за этот исполком. Ходят слухи, что некоторые депутаты сегодня проголосовали за деньги. Вот такие люди, как я не могу утверждать, но не могу я это отрицать. Такие члены как бы, Народного собрания, Орманжи, Гайдаржи, Лейчу, Иманчук, говорят, здесь сегодня я был как бы в Камрате, походил, говорят, что взяли по 50 тысяч евро. Я это не могу ни утверждать, не могу ни отрицать. Где гарантия, что Шор не найдет еще 16 человек, которые возьмут деньги и просто сложат свои мандаты? Есть гарантия? Нет гарантии, мы готовы этим людям предоставить. Ждем их в студию. Без проблем. Я могу даже с ними выйти сегодня, с этими патриотами, которые сегодня продали Гагаузию, которые проголосовали за этот исполком, с которым мы сидели когда-то вместе в одном созыве Народного собрания. Я сегодня очень хочу с ними встретиться лицом к лицу вот здесь в студии и спросить, почем они продали Гагаузию. Вы назвали только 5 человек, только к ним у вас претензии? Нет, у меня претензий нету. Я просто говорю, что ходят такие слухи. Я не утверждаю, только что по поводу них ходят слухи или по другим? Ходят еще и по поводу слухи по другим, которым кому-то обещали, мэром в Чадырлунге будет, поддержку партии Шор обещала. Это господин Кадын.
Есть еще один кадр, который здесь, не хочу называть его имя, которому обещали поддержку в Камрате. Вот так, понимаете? И тут получилось, что не было интереса в Гагаузии. Просто Гагаузию сегодня сдали. Сдали, продали Гагаузию. И руководил этим всем Константинов Дмитрий Георгиевич. И сегодня, как я смотрю, он сегодня сейчас, я думаю, что он в скором времени очень резко заболеет. Почему? Потому что у него начнутся проблемы. Потому что он 2 года водил Кишинев за нос. Он водил просто Кишинев за нос, и сегодня Гагаузия от этого только потеряла. Никто не будет врать, что сегодня он назначался он при помощи Кишинева. Константинова. Не могли собрать голоса, которые сколотили, он сегодня как бы вот сколотил ему Кишинев. Плюс перед этим их позвали туда, к премьер-министру. Ходят такие же слухи, говорю, как она есть, где они переговорили... Вы имеете в виду про ту встречу якобы с Мустяцей, начальником СИБа, и которая появилась... С премьер-министром, я так знаю, встреча. Да. Я не знаю, кто там еще присутствовал, где премьер-министр ясно им дал понять, что Гагаузию они видят сегодня в составе страны. Гагаузия — это приоритетный регион, куда вливается очень много денег, как бы старается здесь, чтобы улучшить как бы жизнь людей, улучшить положение здесь людей. Вот так, понимаете, получается вот это. И им дали понять, что сегодня на как бы, на партию Шора сегодня возбуждена куча уголовных дел. И, возможно, этот исполком, возможно, этот Башкан будут в ближайшее время сняты по уголовным делам, по уголовным статьям. И им просто попросили не ставить Гагаузию в конфронтацию с Кишиневым из-за каких-то беглых этих мошенников, которые сегодня пришли и сегодня пытаются взбудоражить сегодня страну при помощи Гагаузии. Где они клятвенно, насколько мне известно, пожали руку, пообещали, что голосовать никто за этот исполком не будут, подождут, как она будет, как будут развиваться дальнейшие события во имя будущего страны и во имя благополучия Гагаузии. И тут же приехали вечером, взяли деньги и проголосовали. Хорошо, а кто узнал об этой встрече? Потому что, насколько я знаю, эта встреча не анонсировалась. Там 9 депутатов были из Народного собрания, так? Опять же, по слухам, господин Орман же вышел, сразу оттуда позвонил и пришел, сказал это быстренько господину Константинову. Господин Константинов сказал это одному из замов, который пошел к другому нашему депутату и начал выяснять там отношения, на каком основании они туда поехали и почему они не спросили Константинова, что они едут туда. То есть еще и скандал был по этому поводу? Да, был скандал по этому поводу. Можно ли утверждать, что Константинов вот эту информацию, которую слили, использовал это как инструмент давления на депутатов Народного собрания, типа, ребята, смотрите, Кишинев на нас... 100%. Константинов это использовал как давление. Хорошо, а прессе кто слил эту информацию? Ну, прессе я не знаю. Пресса у нас, вы знаете, что знаете, даже работает больше, чем спецслужбы, лучше. Ну, тут, очевидно, был какой-то слив, и кто-то эту информацию предоставил. Тут вопрос, откуда и кто. Окей, хорошо, а социалисты что? Социалисты были в числе, по вашей информации, слухи, которые ходят? Нет, социалисты у премьера не были. Не были, да? Не были. Социалисты у премьера не были. Социалисты, ну, я вам скажу, как бы держат очень позицию такую прогагаузскую, пока, вот так. Ну, не знаю, как она будет дальше. Не знаю, как она будет дальше. Но сегодня Гагаузию ничего хорошего не ждет. Гагаузия находится в полной изоляции. Я даже смотрю анализирую вот эту поездку, которая была в Турции. У меня очень много в Турции друзей. Я будучи председателем района, я очень тесно работал с турками. У нас помогли сделать больницу. Очень много проектов у нас реализовала ТИКа. Нигде в Турции эта встреча не анонсировалась. Но ее не было в официальных списках. Ее не было в официальных списках. И я даже сомневаюсь, что эта встреча была. Почему? Чтобы у нас не получилось, как у нас когда-то, помните, Ирина Влах бегала за Путиным и кричала, чтобы он там за охраной, что у нас самая хорошая слива, а некоторые депутаты ПД ждали где-то там в Америке, около туалета, ждали сенаторов, чтобы с ними сфотографироваться, чтобы у нас не получилось то же самое. Плюс у нас инвесторы, которые приехали с Турции, которые делали дороги, отказываются дальше работать. Почему? Потому что они ждут оплату. И это получается, это не инвесторы, это пришли подрядчики, которые выполнили за свои деньги работы, чтобы не участвовать в тендере, они выполнили наперед. Почему? Потому что в тендер мог выйти человек и сделать за меньшую сумму эти дороги. Вот получается, и они сейчас, и с ними никто не расплатился. Это просто была чисто схема старого исполкома, который сегодня сделал господин, внедрил господин Ишор. И получается, поэтому ему нужен доступ к бюджету. Ему сегодня нужен доступ к бюджету. Почему? Потому что надо оплачивать эти проекты. Перед примарскими
этими выборами надо показать хоть какую-то работу. У нас нету ни газа, нету ни аэропорта, у нас нету ничего. Только сделали 200 метров там дороги, 300 метров там дороги, но те же дороги сделали опять за наши бюджетные деньги. Как получается у нас, то вот сейчас вот школу выделили там 19 или 20 миллионов лей, таких не надо было выделять. Это был закон, который Тарнавский тогда, Жекова Катерина, Михаил Железоглу, которые этот закон тогда принимали. Тогда мы его проводили в Народном собрании, что на 1 сентября выдавать ученикам по 1000 лей на принадлежности, на приборы, чтобы помочь этим людям. Сегодня они просто исполнили закон, который гласит, ну его анонсируют, как сделал господин Шор. Не сделал это господин Шор, это сегодня ушло деньги из бюджета Гагаузии, и еще ни одного лея сюда никто не вложил, которые обещали из 500 миллионов евро, которые обещали вложить. Еще никто ничего не вложил. Сегодня идет задача и борьба за бюджет Гагаузии, чтобы сесть на бюджет. Все. Хорошо, а с этим история с Кангасским лагерем, который они взяли якобы? Помните, я вам сказал, что я смотрел, как этот архейлен появился. Там взяли кусок земли, лакомый кусок земли около озера. Да. Хороший кусок земли. То же самое и здесь взяли. Взяли за бесплатно кусок земли, который этот же лагерь будет, как бы этот Гагаузленд будет делаться из бюджета Гагаузии, но деньги от этого будет получать господин Шор. А еще и платно? Да, он будет платный. Он будет платный. И как вот, знаете, вот я не удивляюсь нашим людям, как можно верить в такое. Вот был у нас один аэропорт, делала Ирина Влах, тоже в Чадрунге. Сейчас уже делаем второй аэропорт. Но чтобы аэропорт сделать, я спросил, нужно согласование. Мы, получается, находимся в 30 километрах от границы Украины. И сегодня, чтобы сделать аэропорт, прежде всего надо сделать согласование с соседней стороной, которое нам никогда не дадут никто. Ну и плюс там идет война, обстреливают. Да, там никто не даст согласовать этот аэропорт. И сегодня опять наш народ, вот говорят, нам не дают делать, нам не дают вот газ сделать дешевый, нам не дают сделать аэропорт. И это будет длиться ровно 4 года. И через 4 года все пойдет по новому витку, что вот мы делаем, мы добились наконец-то сделать аэропорт, опять у нас будет дешевый газ. Выберите нас, мы сделаем. Да, выберите нас. Вот у них тем более один из замов, который есть, они же дешевый газ, они целую делегацию сделали, поехали за дешевым газом. Да, Петрова имею в виду. И у нас получается... Так они не привели, да, кстати. Да, и у нас получается, вот я смотрю, Гагаузия, вот с каждым исполкомом мы все хуже. Вот я смотрю на вот этих замов, которые один полез в падежи, вот так, а второй, который будет курировать образование и не может выговорить и прочитать слово сепаратизм. О каком образовании мы сегодня можем говорить? Сепаратистский не может. Да. Сепаратистский. Вот о ком мы можем говорить? И они сегодня будут править Гагаузией. Гагаузия сегодня в полной изоляции. Но, к сожалению, от полной изоляции исполком страдать не будут. Будут страдать местное население. Простые люди, да? Да, простые люди. Хорошо, а вот примарские выборы, Сергей Афанович. Вы говорите, что 80-90% в случае, если не предотвратят финансирование, скорее всего, будут под Шором. Через какие партии они будут идти? У нас есть 3 шоровские партии здесь, в Гагаузии. Это «Шанс», «Возрождение» и «Наш Буджак», или как вот это идет. Ну так это же вроде Яниоглу партия. Ну, вроде Яниоглу, но говорю, что я уже вижу, что эта партия полностью стоит под Шором. И у Шора сегодня задача, даже если где-то получится примаров не взят, они через вот этих 3 партии возьмут советы. И опять будут регулировать этой примарии через советы. То есть ставить подножки примарам, да? Да. Ну, у нас, если взять по большому счету, все, как у нас, вот, почему нужно народное собрание Шора? Все финансовые потоки идут через народное собрание. Не приняло народное собрание, исполком ничего не может делать. Потом нужно свое народное собрание. И в примарии нужен обязательно совет. Тоже пока совет не утвердил, никакие расходы по бюджету не могут провести примары. Все. Да, если у примара плохие отношения с советом, то там проблема. Да, все это проблема. Уже примар не дает работать совет. И совет расходует деньги, как хочет совет, а не как хочет примар. Как видит это как бы совет, как расходовать деньги. Хорошо, а какая технология? Вот сейчас, я смотрю, некоторые примары очень охотно сотрудничают с Шором. Это они по совету кого-то из Народного собрания, Константинова, Ирины Влах, или сами по себе? Знаете, как я скажу, многие примары, не хозяева. Вот так вот. И сегодня вот, как бы не хочу обидеть никого из примаров, как бы вот эти есть примары хозяева, которые сегодня именно за свое, не то что за свой населенный пункт болеют и работают. Хозяйственники, вы имеете? Да, хозяйственных населенных. А есть примары, прилипалы, которые пришли в этот населенный пункт чисто заработать. И им сегодня, когда они видят, что сегодня он от этой кормушки его отодвинут, ему хоть с чертом он пойдет заодно, главное, чтобы его выбрали еще один раз. Вот то, что делает сегодня они с Шором. Они все побежали, когда выиграла Гуцул, все побежали на перегонки, а хотя смотрю по нашим примарам, как бы там некоторые не вулканешские, не все. Говорит, вот так спотыкались, падали перед ней, мы чуть ли не с тобой, мы тебя выбирали, мы вот это. Ну, к сожалению, я скажу, они
потом пожалеют об этом то, что они сегодня делают. А потом они пожалеют. Многие примары, которые пойдут от Шора, у Шора, потом они уже не будут иметь своего мнения, не будет иметь мнения этот населенный пункт. Это будут рабы, которые сегодня будут исполнять любую прихоть, любую команду господина Шора. Хорошо, а есть такие примеры, которые будут сопротивляться, возьмут на себя смелость и скажут, мы не хотим Шором, Ну, знаете, никакой поддержки? Примары есть, которых сегодня они были практически 90% примаров было у Шора. Было у Шора, с некоторыми он даже не захотел говорить, некоторых он послал, некоторых вот так посмеялся и ставит своих примаров, пытается протащить своих примаров. У нас даже в Улганешах там от Шора есть 2 кандидатуры, ну, они даже рассматривают кандидата, чтобы привести как бы Саргеева. Уже рассматривают Даже так? это. Да. Вот у То нас, есть не местного? Да, в Улганешах, в Гавоносах там смотрят, там есть тоже как бы информация, что будут тоже примары привезут или Саргеева, или откуда-то с другого села. Шор взялся за Югзакагульский район, Тараклийский район и за Гагаузию. Гаванос это Гаванос это Гагульский район. Чуть дальше. Это Да, при выезде, да, туда? В сторону Да, Кагула. в сторону Кагула. Хорошо, и каковы ваши прогнозы? Опять же, вы уже сказали, но на примарские выборы. Если не прекратится финансирование, то они выиграют эти выборы. Если не прекратится финансирование. Шор делает очень хитро, знаете как? И это ему позволяет государство делать. Вот даже вот была вот эта женщина, которая выступила, я сейчас как сюда ехал, посмотрел. Алина Спатарова. Да, Алина Спатарова. Я посмотрел выступление Шора. На 53 примарии. Вот, говорит, вот 53 примара, это вот я то, что видел. Ну, как бы видео, я думаю, что многие видели. 1 450 000 евро он выделил. 1 450 000. Шор прямо озвучивает это. И до чего дошел он, наглость у него сколько. Он уже говорит, что эти деньги я от тебя приду и заберу. Ты эти деньги вернешь сейчас, через год, через два. Вот насколько он обнаглел. А обнаглел он только почему? Потому что у нас не работает в стране закон. И каждый вор, каждый сегодня, который шаромыжник, гопник, он может себе позволить вот так, что идти против государства и вот такие делать заявления, предъявы, вот так вот, как бы на их этом сленге, что сегодня я приду сниму деньги. Ну, хочу им сказать, долги возвращают только трусы. Господин Чернев, спасибо большое, что пришли к нам, прокомментировали ситуацию. Будем рады видеть вас еще. Спасибо. Друзья, теперь я предлагаю поговорить о состоянии дел в экономике. Значит, с инфляцией, как обстоят дела в Республике Молдова. Мы часто обсуждаем политические темы, но экономика не менее важна, и важно понимать, что происходит в стране, чего ждать дальше. Об этом я предлагаю поговорить с нашим финансовым аналитиком Владом Грати. Ну, нашим, потому что Влад Грати как бы пишет для нас статьи. Влад, приветствую. Привет. Да, как фрилансер. Влад, ну, смотри, ты часто пишешь для нас, мы же можем на ты, да? Конечно, да, конечно, без проблем. нужно Да. на ты. Значит, мы пишешь для нас статьи, ну вот давно мы не обсуждали состояние дел в экономике, что происходит с инфляцией. Сейчас близится зима, повысятся тарифы могут повыситься тарифы на газ, топливо, и это, соответственно, тянет за собой инфляцию. Есть еще пару новостей, которые появились, допустим, там меры помощи, социальной защиты, повышения зарплат, которые объявило правительство, там 1 600 000, по-моему, они собираются выделять. Некоторые боятся того, что это может подстегнуть инфляцию опять, да, то есть как бы... Совершенно верно. Вот каковы твои прогнозы на инфляцию? Ну, если говорить про инфляцию, она у нас уже меньше 10%. Угу. Мы в этом плане достаточно... Меньше или не меньше? Меньше 10%. Меньше 10%. Уже 9,2 последние действия последние цифры в годовом выражении. В прошлом году самый высокий был 58, по-моему, если не ошибаюсь. Нет, мы же не в Турции. Нет, чуть меньше 40, по-моему, даже было. Меньше на 40. пике, да, что-то вроде 35. Я боюсь сейчас называть точные цифры, потому что вы потом скажете, ага, не точно цифру назвал. Да нет. На самом деле, с более чем 30% инфляция у нас сократилась уже до 9,5%. Но тут важно сделать оговорку, что сокращение инфляции это не означает падение цен. Сокращение инфляции это скорость роста цен. И сокращение этой инфляции говорит, что цены теперь растут не так быстро, как в прошлом году. Это, ну, если привести аналогию, например, с автомобилем, если вы ехали 100 км в час, теперь едете в 10 км в час в том же направлении, это не значит, что вы двигаетесь назад. Это значит, что вы движетесь туда, но медленнее. Да, и вот это очень, самая прямая аналогия с инфляцией. То, что инфляция сократилась, это значит, что у нас цены растут не так быстро, как в прошлом году. И если говорить по прогнозам, то у меня нет данных точнее, чем у Нацбанка. Нацбанк регулярно публикует свои прогнозы по инфляции.
И в четвертом квартале 2023 года, в следующем квартале, получается, инфляция уже перейдет к целевому значению. Она у нас 5%, и Нацбанк прогнозирует 5,3, если не ошибаюсь, или 5,6. Хорошо, а за счет чего им удалось держать эту инфляцию? Или как снизить ее до 10%? Ну, на самом деле, во-первых, очень резкий подъем ключевой ставки. Ключевая ставка у нас за год в прошлом году выросла с 3,65% до 21,5%, на пике было 21,5%. И очень высокая ставка помогла сдержать в том числе инфляцию и помогла ее развернуть. Такое действие предпринимали не только в Молдове, но и в целом везде. Сейчас, например, США и Евросоюз, они тоже находятся в цикле до сих пор повышения ставок. Евросоюз уже объявил, что он больше повышать не будет, потому что высокая ставка — это давление на экономику. Это ты тормозишь экономику, это буквально ручной тормоз. А США еще может еще один раз повысить. То есть повышение ставки — это ограничивание доступа к дешевым деньгам, да? Да, ну вот смотрите, инфляция — это всегда денежный процесс. Чем больше денег в экономике, тем выше цены. Потому что чем больше денег у людей, тем больше они покупают. Но не всегда. Конечно, там зависимость не прямая, там более того есть лаг, но зависимость примерно такая, что чем больше денег, тем сильнее растут цены. И ключевая ставка как раз помогает этот объем денег в экономике снизить. При высокой ставке падает кредитование, люди не особо берут кредиты, потому что ставка очень высокая, и многим их просто не одобряют. И более того, предприятия начинают меньше брать кредитов и так далее. И от того, что люди начинают меньше брать кредитов, они меньше покупают, компании меньше зарабатывают, это тормозит экономику, но при этом падают цены, потому что падает спрос на отдельные продукты. И вот именно эффект высокой ключевой ставки, он помог сбить цены. К тому же, то, что мы видим сейчас, это называется эффект высокой базы. Это, как считается... Базовые ставки имеете в виду? Нет, это просто называется в статистике эффектом высокой базы. То, что происходит сейчас. Давайте я попробую объяснить, что такое эффект высокой базы на простом примере. Инфляция считается за год. То есть сейчас инфляция у нас считается с сентября прошлого года по сентябрь текущего года. И мы сравниваем текущий рост цен с тем, который был год назад. Так как год назад был очень высокий рост цен, и теперь он не такой высокий, то и инфляция падает. Вот давайте буквально на пальцах. Допустим, цена какого-то товара была 100 лей. Она выросла еще на 100 лей. Да? Рост 100%, со 100 до 200. Да. Но когда она в следующий раз вырастет еще на 100, но тот же рост, номинально это те же 100 лей, то рост будет уже 50%. Был 100, теперь 50, хотя по факту увеличение одинаковое. И из-за того, что в прошлом году был очень высокий рост цен, а теперь он ниже, то из-за эффекта высокой базы инфляция снижается. Хорошо, но цены иногда, вот возвращаясь к тому, что подстегивает инфляцию. Ты сказал, что инфляцию подстегивает много денег в экономике. Да. Но в прошлом году это не из-за большого количества денег в экономике, а из-за увеличения цен на энергоносители. Нет, я не совсем согласен. Из-за увеличения цен на энергоносители в том числе. В том числе из-за обрыва цепочек поставок. Многие продукты просто перестали к нам приходить. Конкуренция стала ниже, цены растут. Да. Плюс логистика усложнилась, цены выросли. Но если мы возьмем и вернемся еще на год назад, в 2021 год, мы поставили рекорд в Европе, у нас был самый высокий объем кредитования. В том числе и на Ногте есть эта новость. О том, что в 2021 году рост кредитования в Молдове вырос на 35%. То есть жители Молдовы начали брать кредитов на 35% больше. Это, получается, на самом деле в экономике, вообще в финансах, новые деньги генерируют банки через кредиты. Они выдают вам эти кредиты, это, получается, добавляет деньги в экономике. И растет общая денежная масса, которая меряется денежным агрегатом, который называется М2. И вот когда этот денежный агрегат М2 растет, это показывает, что в экономике в стране сейчас больше денег. Количество денег растет, растет и растет. И вот если мы возьмем 2021 год, этот агрегат вырос ровно на 30%. И мы можем даже провести прямую аналогию, что количество денег выросло на 30%, инфляция тоже примерно на 30%. Поэтому и то, что Нацбанк своевременно, заранее не начал повышать ставки, на самом деле все сделали эту ошибку. И ЕЦБ, и ФРС, и очень многие центробанки, они очень поздно начали поднимать ставку. И количество денег, которое на экономике, которая разгонялась после ковида, очень выросло количество денег. И сейчас, если говорить, у нас первый месяц, когда этот денежный агрегат сократился. Он рос даже в этом году. И даже в 2022 году он рос. И вот только сейчас он снизился. Теперь денег в общем в экономике меньше, чем было месяц назад. И поэтому сейчас
И поэтому, Все переживают, прогнозы, что и сейчас... поэтому прогнозы на инфляцию нормальные. Во-первых, Нацбанк прогнозирует, что мы придем уже к таргету в следующем году. Забавно, что год назад мы тоже здесь в студии записывали интервью, и я ссылался тоже на прогнозы Нацбанка, и они еще в прошлом году прогнозировали, что к 4-му кварталу 2023 года мы придем к своему целевому значению в 5%. И приходим. Хорошо, вот очень многие переживают, что а базовая ставка будет снижаться, как вы думаете? Ну, она сейчас и так уже 6. Вот в чем, но вот в решимости нашему Центробанку точно не откажешь. Они поднимали ее по 3%. Нацбанк. Нацбанк. Ну, да, НБМ, да. У нас он нас, да. Да. Центробанк он в России, да. Ну, де юре, ну, по факту это Центробанк. Это он выполняет функции Центробанка. Да. И вот, и спускал ставку он также стремительно, тоже по 3% снимал. И сейчас у нас с 21,5 в прошлом году на пике упала до 6. Ниже 6 как бы уже очень проинфляционно будет. 6, я считаю, что это достаточно хорошая, нормальная ставка, которая сейчас стабилизирует нашу экономику. И более того, на последнем заседании ее сохранили. Ну, то есть Нацбанк дает сигнал о том, что 6 в целом рассчитывайте в ближайшее время на 6. Хорошо, а вот сейчас переживания из-за того, что вот сейчас вот это 1,6 миллиардов, которые правительство выделяет, якобы подстегнет инфляцию. Больше денег в экономике, они таким образом повысят, скажем так, потребление товаров и услуг различных, да. Со стороны людей, которые будут получать эти деньги. Это, я так понимаю, повышение зарплат, пособия и так далее. Да. Какие опасения в этом случае? Оправданы ли эти опасения, скажем так? Ну, конечно, они оправданы. Конечно, дополнительные деньги в экономике – это опасения по поводу инфляции. Это совершенно правильная логика. Но тут, как в финансах, любое явление, любое действие, любое решение – это как бы обоюдоострый меч. Ну, вы, конечно, вы что-то делаете хорошо, но это на чем-то сказывается. Ну, да. Как со ставкой. Ну, если вы повышаете ставку, вы как бы тормозите инфляцию, но вы тормозите экономику. То же самое с такой выдачей денег. Ну, можем ли мы говорить, что плохо то, что, например, медицинским работникам повысят на 15% зарплату? Нет, Мы не можем говорить, что это плохо. Нет. Если у государства есть такая возможность, а она есть, насколько я понимаю, за счет внешнего финансирования, это не бюджетные деньги. Если у государства есть возможность за внешние деньги дать людям какую-то поддержку, особенно перед отопительным периодом, мы не можем говорить, что это плохо. Да, это негативный фактор для инфляции, это проинфляционный фактор, то, что у людей появятся дополнительные деньги и то, что они будут их тратить. Но, знаете как, ну, тут нужно оценивать, стоит ли игра свеч. Я думаю, да, почему бы и нет. Но мы не можем только из-за опасений того, что у нас чуть-чуть будет опять новый всплеск инфляции, не давать людям деньги. Не повышать людям деньги. Ну, это странный вопрос. Нет, ну, даже если этот инфляционный эффект будет, он не будет настолько сильно заметным. Это не... По сравнению с тем объемом денег, который у нас есть, это не такая уж и большая величина. Нормальная, вполне экономика сможет ее переварить без каких-то всплесков гиперинфляции, как в Венесуэле, я думаю. Ну хорошо, а вот это вот агрегат или показатель Денежный М2, агрегат, да, он сейчас растет, то есть как бы количество... Он сейчас упал первый месяц, я говорю. Да. Если вы раздаете людям деньги, причем достаточно существенный в целом, по 5 тысяч лей на семью, ну там... То есть ему нет необходимости... Там охват, насколько я помню, охват там до 130 тысяч человек. Это, во-первых, это 5% населения. И это не всем подряд раздают деньги. И, во-вторых, суммы не сказать, что очень существенные для экономики. Около 5000 лей на семью, это не так уж и много. Сказать, что это сильно перекосит в сторону инфляции, нам снова ждать 30%, я думаю, нет. Тем более, что у нас идет охлаждение экономики, я не думаю, что нужно ждать всплеска инфляции. Нет, я имею в виду, не начнут ли банки выдавать больше денег? То есть, как вот вы сказали, в 2021 году на 30% увеличилось кредитование, сейчас базовая ставка ставка наоборот. Как раз при раздаче людям денег я бы ждал падения кредитования. Ну зачем, если людям и так дали деньги, им меньше потребности в кредите? Ну, деньги потратятся быстро. Конечно. Конечно. Грубо говоря, ту же самую ситуацию проходила США. В 21 году, вообще в ковидные годы, 19, 20, 21. Какая была ситуация? Они начали выдавать, да. Да, какая была ситуация? Очень многие люди остались без работы, очень много было государственных пособий, очень много вливаний денег. Плюс для того, чтобы подстегивать экономику хоть как-то, потому что она очень сильно там была просадка достаточно значительная, была нулевая ставка. Она по факту была даже отрицательной, потому что, не знаю, нужно ли переходить в такие сложные термины, но, короче, государство делало количественное смягчение. Оно за государственные деньги покупало какие-то активы, какие-то акции, какие-то активы внутри, чтобы дополнительно вливать деньги в экономику еще и через... Это буквально печатание денег, это, конечно, очень неправильный термин, но это дополнительное вливание денег в экономику.
И вот на таком всплеске, когда вот, например, экономика американская идет в яму, ФРС начинает ее стимулировать, стимулирует, и в этот момент случается война. И рост цен на энергоносители. И вот на вот эти вот дрожжи, условно, то, что они там заложили, накладываются еще дополнительные проинфляционные факторы. И инфляция улетает вверх. В Евросоюзе она впервые была двухзначной в еврозоне, за всю историю еврозоны. И все прошли через эту ошибку. Но экономика, которая еще не окрепла, не восстановилась после буквально болезни, ну, в прямом, в переносном смысле слова, получила вот такой еще неожиданный триггер в виде инфляции. Хорошо, вот очень многих беспокоят цены на энергоносители. Это топливо для автомобилей, да, бензин, дизельное топливо, и цены на газ. Что с этим? Ну, два разных вопроса. Давайте сначала с нефтяных цен. Да. Бренд сейчас уже перед эфиром я смотрел, $94, уже больше $94. То же самое, очень высоко торгуются фьючерсы на дизель и на бензин. Вы можете видеть по заправкам, что цены достаточно продолжительное время у нас растут. Они растут не так резко, как в прошлом году, они растут плавно, но от этого как-то не легче, потому что цены действительно выросли. А что стимулирует рост? В первую очередь низкий уровень добычи, который спровоцирован картельным, они даже не стесняются этого слова, заговором, картельным сговором ОПЕК+. ОПЕК+ это организация стран нефтедобытчиков, в которые входят члены ОПЕК, и плюс там Россия, плюс еще несколько, сейчас сокращение этим ОПЕКом, ОПЕК+, сокращение добычи в основном обеспечивается за счет Саудовской Аравии и за счет России. Они по сговору, в некоторых моментах по своему решению сокращают добычу для того, чтобы повышать цены. Здесь очень просто. Вы сокращаете добычу, спрос у вас остается высоким. Цены начинают расти. Кому выгоден рост цен? Нефтедобытчикам. И даже не особо стесняясь, они говорят о договоренностях, о том, что они вместе сокращают добычу, и вот за счет этого сокращения растут нефтяные цены. Интересный факт. Уровень добычи нефти до сих пор не вышел на довоенный уровень. До сих пор. Даже, если я не ошибаюсь, на доковидный. Но на довоенный точно еще не вышел. И они сократили почему-то, да? Он еще до сих пор не восстановилась добыча нефти. Они ее сдерживают, искусственно сдерживают. Но при том, что добыча еще не восстановилась даже на уровень двухлетней давности, спрос только за этот год вырос более чем на 10 миллионов баррелей в сутки. Это колоссальное значение. И что мы имеем? Сдерживание добычи и параллельный рост спроса. А рост из-за чего? Из-за того, что мировая экономика восстанавливается после войны и после... Восстанавливается. Война еще не закончилась, но она восстанавливается. После первого эффекта, да. Это по факту сейчас весь мир находится в стадии восстановления. Кроме там некоторых исключений, вроде Китая или еще чего-то. Так вот, восстановление экономики, да, восстановление деловой активности, бизнесу нужно больше топлива. В основном потребитель топлива это бизнес, это не автомобилист. И не государство, да? Да, тем более не государство, которое вообще в целом не покупает себе топливо никакое. И за счет бизнеса, за счет восстановления этой экономики, за счет восстановления деловой активности растет спрос в том числе. И да, вот так. А ты сказал, что с Китаем? Что с Китаем еще не восстановился после ковида? Китай сейчас, на мой взгляд, Китай это источник следующих проблем. Экономических и, скорее всего, политических. Но я не специалист в политике, я не буду об этом рассуждать. А с экономикой что? Но с экономикой Китай находится в очень серьезном кризисе. Если вы посмотрите на индексы китайских акций, даже тех, которые доступны, тех, которые недоступны, они в очень сильной просадке, прибыли компании очень сильно падают. С чем это связано? Замедление экономики. Китай уперся в свой потолок. Давайте я договорю, что еще с Китаем происходит. И вот, в частности, очень сильный кризис в секторе недвижимости. Было банкротство очень крупного застройщика Evergreen. В Китае? Да. И сейчас еще на очереди один, точно не вспомню название, тоже очень крупный застройщик. Просто потому что у людей недостаточно денег для покупки недвижимости, и они не успевают свои финансовые циклы закрывать. И вот. Да, я поумничаю, Китай попал в ловушку средних доходов. Средних доходов. Да. Я могу даже объяснить, что это такое. На самом деле, люди, которые до сих пор всерьез говорят, что в Китай бизнес приходит из-за дешевой рабочей силой, не видели цифры средних зарплат в Китае. Цифры средних зарплат в Китае уже выше, чем в Молдове. Они приближаются к $700 в среднем за человека. И это не на высококвалифицированный труд, это в целом на человека. И вот что такое ловушка средних доходов. Это ситуация, когда у страны было какое-то сильное конкурентное преимущество. Как у России когда-то были высокие цены на нефть, как у Китая сейчас, вот, на эти десятилетия, дешевая рабочая сила.
Очень много бизнеса приходило из этой дешевой рабочей силы. Спрос на нее рос. Но если к вам условно приходят там сотни, тысячи компаний, тысячи заводов производственных, IT, в том числе много IT стоит в Китае, у них у всех есть спрос на людей. И эта конкуренция за трудовые ресурсы приводит к тому, что зарплаты просто повышаются. Компании нужно приманить к себе работника. Там уже не важно, какой ценой. И средние доходы растут до того момента, пока Китай просто перестает быть выгодной с этой точки зрения страной. То есть и компании начинают уходить. Чтобы расти дальше, Китаю нужно переходить на модель уже развитых стран. Когда уже ваш рост экономики обеспечивается не дешевой рабочей силой, не инвестициями государства, не вливаниями, не сторонними инвестициями, а в основном за счет роста технологий, за счет роста конкуренции. И вот такой плавный рост. Почему развитые страны растут условно по 2%, по 1,5-2%, а развивающиеся могут по 15-20%? Потому что у них есть еще не исчерпанные эти преимущества. Как только они выходят до уровня, который Солов называл стационарным ростом, вот они переходят в эту модель, когда они тоже растут по 1,5-2%. Но для этого в Китае должны быть политические изменения. Для того, чтобы как они произошли в Южной Корее, правильно? Ну, в Южной Корее идеальный пример, конечно. Это идеальнейший пример. Но в любой стране для того, чтобы туда начал приходить новый капитал, который уже придет не за дешевой рабочей силой, а, например, за защитой капитала, а, например, за дополнительными инвестиционными возможностями. Для этого нужна нормальная судебная система, чтобы капитал себя нормально чувствовал. Для этого нужны нормальный закон, нормальная политическая система, нормальная финансовая система банковская. А в Китае она, особенно банковская, она очень сильно контролируется государством. Никто вам не может дать гарантии сохранности вашего капитала. Ну, коммунизм, полукоммунизм. Какой капитал, вы что? И вот Китаю для того, чтобы преодолеть вот эту планку, в которую он уперся, нужно дальше переходить на политические реформы. Я тебя прервал, значит, с ростом цен на топливо мы это поняли. А какие страны в основном, или это в целом, да, в среднем они распределяются, которые сейчас закупают? Ты сказал, что увеличился спрос на 10 миллионов баррелей в сутки. Это в основном кто? За счет чего? В основном развитые страны, которые были в просадке по деловой активности. Теперь восстанавливаются, им нужно обратно топливо покупать. В основном бизнес концентрирован в развитых странах. США, не США и так далее. И по поводу газа, да, последний вопрос, мы уже подходим к концу, да, если можно объяснить. Что ждать с газом? Будет проблема, с которой мы столкнулись в прошлом году, или сейчас рынок стабилизировался более-менее? Рынок, конечно, стабилизировался, рынок вышел на довоенные значения. Если вы откроете цены на газ, на хабе ТТФ, да или в целом любой европейский индикатор цен, любой бенчмарк, вы увидите, что цена на газ в пересчете на 1000 кубометров была 200, в редких случаях $400. Вот в этом диапазоне она колебалась. В прошлом году она доходила до 2000, иногда и больше. Вот такой вот всплеск был. Сейчас она обратно вернулась к $300. И, конечно, на таком стабилизированном рынке у нас сейчас дешевле закупки. И должен быть газ дешевле. Но проблема в том, что вообще ситуация с ценообразованием на газ в Молдове она достаточно закрытая. Мы очень редко видим данные по средним закупкам. Это обычно какие-то просто высказывания, что средняя цена закупки такая-то. И нам нужно верить на слово. Мы не знаем, где, в каких именно точках закрывать. Отчасти это обосновано, потому что это снимает давление немножко с газовой вообще отрасли, с темы газовых закупок, потому что она очень чувствительная политически. Но цены средние закупки у нас сейчас ниже. Я слышал цену чуть выше $500. Но Чебан совсем недавно выступал, Вадим Чебан, директор Молдова-Газ. Председатель правления. Председатель правления. Ну да, я небольшой знаток структуры Молдова-Газ. Да. Ну вот, он выступал с тем, что с заявлением, что предпосылок для сокращения к 12-13 леям пока нет. Вот что он сказал. Но вообще... Просто не Вадим Чебан закупает газ, есть Энергоком. Это понятно. Но он может выступать как кандидат, который владеет информацией больше, чем я. И мне приходится опираться на такие высказывания, потому что конкретных данных у меня нет. Но цена падает, и если мы учитываем, что она будет меньше $500 по текущим рыночным ценам, со временем, но когда будут исчерпаны более дорогие запасы и закуплены новые, мы можем рассчитывать на то, что она должна падать. Ну, по моим расчетам, примерно об этом диапазоне и говорят 12-13 лей. Я думаю, что 28 лей, как в прошлом году, уже, наверное, нет. Нет предпосылок к этому. Когда у нас установилась цена в 30 лей, средняя закупочная цена была около 1000, если я не ошибаюсь. Сейчас такой цены просто не может быть, потому что цена мировая 300, ну откуда она будет 1000? А средняя 500. Ну, нет, повышения не должно быть, не будет. Ну, хотя я не буду уверять, что не будет, потому что я в прошлом году говорил, что не будет. Да. Я не могу быть уверен, но предпосылки к тому, что он должен снижаться цена на газ. И вполне возможно, что это будет использовано как какое-то политическое действие, снижение цен на газ и так далее, уже ближе к отопительному периоду.
Влад, благодарю, что пришел к нам в студию и прокомментировал ситуацию. Будем рады видеть тебя еще. Да, я приду. Да. Спасибо. Да, до свидания. Спасибо вам, что смотрите нас. Для того, чтобы мы продолжили свою работу, поддержите нас. Станьте нашим патроном или сделайте разовое перечисление на нашем сайте. Внесите свой важный вклад в борьбу с пропагандой в Гагаузии. Друзья, к сожалению, наш гость, следующий гость в третьей части выпуска, Юрий Демчогло, глава Ассоциации гагаузских сообществ Украины, не смог к нам присоединиться. Мы хотели с ним поговорить о непрекращающихся обстрелах Южной Бессарабии российскими войсками и о том, что приносит русский мир в оккупированные территории. У нас будет возможность обсудить эту тему на следующей неделе, во вторник или в среду. Не пропустите следующий выпуск. Друзья, таким был сегодняшний день, таким был сегодняшний выпуск «Цены свободы». Не забывайте подписываться на нас, делиться этим видео. Увидимся на следующей неделе во вторник в это же время. До свидания.